Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Всероссийский фестиваль событийного туризма. Зима начинается с Якутии. С каждым годом охватывает все большее количество участников, включая в себя не только культурные, но и спортивные, а также гастрономические мероприятия. О том, как он пройдет в этом году, чем будет отличаться от предыдущих и каких гостей мы ждем, мы поговорим сегодня с министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Ириной Высоких. Ирина Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, насколько за последние годы масштаб мероприятия все-таки расширился, если он расширился, и можно ли говорить, что этот фестиваль стал одним из настоящих брендов нашей республики? Он действительно расширился. Мы ждем в этом году еще больше гостей. У нас будет очень интересная программа. Мы, как и обещали в прошлом году, формировали эту программу из предпочтений как гостей предыдущих лет, так и жителей республики, прежде всего, потому что зима начинается в Якутии. Это не фестиваль только для туристов, но и прежде всего для жителей столицы, жителей всей нашей республики. Поэтому мы очень хотим пригласить на все наши площадки. Я бы сама с удовольствием посетила каждую из них, но мой график не позволяет. Но я стараюсь, конечно, и в деловой части принимать участие, и в наших мероприятиях, которые связаны как раз с культурой, искусством, гастрономией. Мы делаем очень масштабные мероприятия, например, в Намском районе, это Мунха. Это амбициозное мероприятие было организовано с моей подачи, поэтому я коллег очень благодарю за то, что они меня поддержали. Это действительно для нас большой вызов, так как у нас туда приедут очень много гостей из других стран мира. Это и блогеры, и туроператоры, которые увидят самое такое мощное зимнее событие, которое только может быть, связанное с рыбалкой, когда всей деревни выходят рыбачить на карася, и все это сопровождается очень интересной культурной программой. Мы постарались учесть все традиции наши. У нас девушки будут в момент рыбалки заниматься традиционным ремесленным искусством. Это плетение из конского волоса, из бисера, будут печь оладьи и ждать своих мужчин, которые в этот момент будут заниматься непосредственно мунха, и уже придут непосредственно на лед, когда будет происходить дележ нашей добычи. Все это будет сопровождаться катанием на лошадях, катанием на собачьих упряжках. Мы постараемся сделать несколько теплых мест, чтобы гости наши могли немножко погреться. И, конечно, будем угощать их блюдами традиционной якутской кухни. По-моему, это просто супер. Статус фестиваля всероссийский. Скажите, как это сказывается на его уровне и насколько наши местные предприниматели заинтересованы принимать в нем участие? В этом году максимально бизнес-сообщество приняло участие. У нас практически вся деловая программа, она создана вместе с представителями якутского бизнес-сообщества. Мы буквально вчера провели замечательную площадку, посвященную креативной индустрии. Она носила название «Образы зимы в креативной индустрии». Мы с широким представителем гостей, в том числе и представителей культуры, искусства, кино и непосредственно бизнеса и органов власти, обсуждали, как нам развиваться в данном направлении. Мы помним все, что в стратегии социально-экономического развития наш глава особым вниманием выделил не сырьевую экономику, а без креативной индустрии этот сектор, конечно, не будет развиваться так, как нам хотелось бы. Поэтому мы вчера нагенерили огромное количество решений, как нам, собственно, выстроить работу именно в этом направлении. Ну, вот вы сказали, что приехало очень много гостей, очень много участников. А какова география? Приехали только с Дальнего Востока или со всей России, с Центральной России или из-за рубежа? Даже есть гости. Расскажите об этом. Приехали практически со всей России. У нас гости. Приехала группа большая из Южной Кореи. У нас есть представители Эквадора, Бенина. У нас большая делегация из Китайской Народной Республики, из Гонконга. Есть представители Европы, это в частности Германия. Этот фарм-тур Министерство предпринимательства организовывало с начала этого года. Для нас было
особым вниманием выделены две страны в этом году, именно это Германия и Корея. И у нас приехали представители, например, Первого федерального канала Южной Кореи, очень известные блогеры из Германии, ведущие туроператоры из Германии, которые уже сегодня удивлены, поражены масштабами нашего фестиваля. Мы уже свели их с туроператорами Якутии, они формируют заявки. Я думаю, что благодаря фестивалю «Зима начинается с Якутии» у нас и зимний туризм будет очень активно развиваться. Но все-таки, чтобы завлечь такое количество гостей и участников в такое не самое, скажем так, комфортное для человека время года, нужно что-то особенное, что-то интересное. Что говорят гости, почему они едут и чем мы завлекаем сюда людей? В первую очередь они отмечают, конечно, гастроиндустрию. Они были впечатлены теми видеоматериалами, которые мы активно рассылали в течение года, о предыдущих фестивалях, о том, что здесь им может предложить якутский ресторатор. Они очень хотят попробовать строганину, они ждут нашего одного из главных праздников, как раз строганина, который пройдет у нас в Триумфе 1 декабря. Не только жители республики очень любят этот фестиваль, но и наши гости. Конечно, они друг другу рассказывают, особенно у нас очень много москвичей в этом году приезжает. У нас Игорь Бухаров, президент Федерации якутских рестораторов, уже не первый год работает в республике. Он активно популяризирует гастрофестивали в Москве, и поэтому у нас очень много поваров в этом году приехало, которые хотят уже перенимать опыт у якутских шеф-поваров, у своих коллег. Поэтому мы очень гордимся нашими профессионалами и уверены, что в этом году мы обязательно удивим наших гостей. Ну вот кроме вот этой огромной рыбалки в Намцах, какие-то еще принципиально новые моменты этого фестиваля будут? Мы также организуем Arctic Fashion Show. Это шоу наших дизайнеров. Министерство предпринимательства организовало приезд Национальной палаты моды России. У нас приезжает директор по работе с дизайнерами, которая, помимо того, что мы с ней будем выбирать помещение для того, чтобы в следующем году и провести фестиваль российского уровня, уже Футурум. Это очень модный фестиваль дизайнеров в Якутии. Мы планируем это сделать. Мы будем искать лофтовое место, очень такое креативное. Мы уже подобрали несколько вариантов. Кроме этого, мы ее планируем удивить именно показом наших дизайнеров. Это будут уже и именитые дизайнеры, которые зарекомендовали себя, и молодые, талантливые, творческие люди, которые будут презентовать такие направления, как бохо, очень популярная в мире, но не очень развитая непосредственно в России. И я думаю, что есть чем покорить нашего гостя. Я уверена, что мы в следующем году сделаем Футурум, а в этом году приглашаем всех жителей республики на Arctic Fashion Show. Это будет интересно, мне кажется, для всех. Ну а есть ли какие-то моменты, которые повторяются с каждым фестивалем из года в год, которые уже можно считать доброй традицией фестиваля «Зима начинается с Якутии», которые нравятся и людям, и, собственно, предпринимателям, потому что приносят доход? Ну, вышеупомянутый фестиваль «Вкус Якутии», конечно, праздник строганины, фестиваль «Тепло Якутии», где будут выставляться представители меховой индустрии. Это и унты, и шапки, и аксессуары. Сама очень жду. В прошлом году нам удалось просто очень сильно удивиться тем разнообразием именно ремесленников из республики. То есть это не из Якутска, это наши гости из других районов приехали. Они, конечно, замечательные вещи делают именно в этностиле. Это и шарфы, и другие аксессуары. И в этом году они тоже планируют очень активно выступить. У нас всего поступило 25 заявок. Мы уже не помещаемся в Триумфе. У нас вышла выставка за пределы Триумфа. Мы уже заняли площадь на улице. У нас там будут выставлены также теплоизоляционные материалы, энергосберегающие установки. То есть мы максимально хотим показать гостям и жителям республики, что можно испытать в республике непосредственно. Да? У нас Баск, например, очень активно участвует, другие бренды. Они хотят продемонстрировать и одежду, и другие средства защиты от холода, для того, чтобы можно было спокойно и жить, и путешествовать по Якутии.
Ну вот, что касается путешествий, вы сказали, что появился интерес у иностранных даже туристических компаний. Можно ли говорить, что этот фестиваль даст все-таки толчок развитию туризма в нашей республике? Или это все-таки какие-то разовые, такие ситуативные, эмоциональные, скажем так, заявления? Или все-таки это будет поставлено на широкий поток? Но сейчас уже идут конкретные договоренности с нашими туроператорами. Туроператоры Германии уже готовы, туроператор Франции тоже. Корея активно сотрудничает, Китай тоже, но мы делаем больше ставку на лакшери туризм. У нас не дешево отдыхать в Якутии, поэтому мы, конечно, хотим, чтобы больше к нам путешествовали не только из стран АТР, но и из Европы. Поэтому мы и сделали ставку не на просто приезд каких-то культурных деятелей, как это было раньше, часто делали именно на это акцент. Мы сделали ставку именно на блогеров и на туроператоров, которые уже предметно могли бы поговорить с нашими предпринимателями и достигнуть каких-то конкретных договоренностей уже на текущий год. Сейчас у нас активно развивается направление же и в Аймиконе. В Аймиконе тоже сейчас идет очень много мероприятий, в частности фестиваль театрального искусства. Будет проходить обряд традиционный, обряд Чисхана, который увидят наши блогеры, например, из Гонконга, которые уже отправились в Аймикон, и несколько человек из команды, который посещает нас из Южной Кореи, также посетят мероприятия в Аймиконе, посетят музеи, посетят канибазу, покатаются на наших якутских лошадках и, конечно, искупаются в незамерзающих источниках Аймикона и очень хотят развивать именно это направление также. Планируют посетить Полюс холода, ежегодный фестиваль, ралли-рейд, который проходит у нас в марте. Поэтому уже на март заявки собираются, и мы ждем очень много иностранных гостей. Уже на март. Да. Но если говорить о подготовке к фестивалю, то наверняка возникало много новых идей, которые в этот фестиваль не вошли, но, может быть, будут реализованы в будущем. Каким вы видите перспективы развития вот этого фестиваля? Станет ли он, может быть, каким-то локомотивом нашей экономики, туризма, социально-культурной жизни? Как раз деловая часть посвящена тому, чтобы нагенерить какие-то новые решения. Поэтому у нас очень много площадок именно с креативщиками происходит. Буквально вчера я себе записала около 7 идей, мы их уже отдали в проработку. Очень интересное мероприятие предлагает именно молодежь, это все, что связано с квестами, например. Геймификация, она очень сейчас развита в мире в целом, и если мы хотим делать ставку не только на взрослого туриста, но и на молодежь, мы, конечно, должны отвечать трендам, которые нам может рассказать только наши молодые люди. И очень интересные сейчас идеи приходят в части как раз дизайна. Это дизайн не только одежды, но и ювелирных изделий. Вот буквально завтра у нас пройдет открытие бриллиантового мамонтового центра, который у нас находится в Кенге. У нас очень интересная будет там программа, и я уже посмотрела изделия, которые там будут представлены. Это сочетание мамонтовой кости и бриллиантов, которые, я думаю, что не оставят равнодушными ни одного туриста. Я думаю, дадут заработать нашим предпринимателям хороший доход. Ирина Сергеевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Желаю, чтобы фестиваль прошел лучше всех. Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». О том, каким будет фестиваль «Зима начинается с Якутии», мы говорили сегодня с министром предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Ириной Высоких. До встречи в эфире.